Ребят, всем привет, рад вас видеть. Не переживайте за кота, он не выпрыгнет, я держу его крепко, и он как бы побаивается высоты, так что прыгать он точно не будет. Банк Астаны. Как бы все уже в курсе, все только об этом и трумбят, что банк взорвался, Банк Астана больше не работает и так далее, и так далее, и так далее. Давайте я сейчас немножко все проясню, да, потому что есть куча людей, которые в этом, слабо, скажем так, разбираются, да, и они просто, по сути, не понимают, что вообще происходит. Начнем с того, что все началось... Закроешь, что мне дует? Все началось с выступления президента Назарбаева. Теперь обращаться к Национальному банку, банкам, которые провалили всю работу, в дальнейшем оказать государству поддержку, не будут иметь никакого результата. Поэтому я рекомендую всем прекратить нажим на Национальный банк. Сейчас Эксимбанк, Банк Астаны, Казахбанк, вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили этим. Он упомянул про этот банк, про то, что он недоволен его работой, что чтобы не было обращения к Нацбанку. То есть очень часто такое бывает, когда коммерческий банк обычный, да, у него начались какие-то проблемы, и он обращается к Нацбанку за какими-то деньгами и так далее, вот. И как бы Назарбаев, этого намекнул и упомянул про Банк Астаны. Просто видите, не знаю вообще, мне кажется, невозможно спасти банк после того, как президент говорит о нем что-то негативное. Что в целом было немножко двояко, потому что, по сути, Банк Астаны до этого и не обращался к Нацбанку, что было достаточно странно. Так вот, после этого, естественно, после того, как президент обратился и сказал, в адрес банка, естественно, активы и акции банка, компании начали падать. Это логично, да? Кто начнет вкладываться после такой речи? Вот, естественно, пошли слухи, что Банк Астаны скоро упадет, все дела, все, капец. И тут уже включаются обычные вкладчики, то есть люди, которые пользуются услугами банка, у которых есть карты, у которых на картах лежат деньги. Вот. То есть после того, как толпа людей бежит снимать все свои деньги и сбережения, естественно, банк не выдерживает с таким большим количеством отплыва финансов. Собственно говоря, никакой банк не выдержит, не только Банк Астана, но это будет Халык или какой-нибудь, швейцарский банк, китайский, какой-нибудь мега сильный и мега крутой, он не выдержит того, что все вкладчики забирают свои деньги. А у Банка Астаны 800 тысяч пользователей, да, это очень много, то есть это просто дохерища для учета нашего населения. И забейте, да, там у нас может 18 лямов, но давайте откинем до тех, кому нет 18, бабулек. То есть это полноценная 1/5, 1/6 активных пользователей, скажем так, да, пользуются картами Банка Астаны. Это очень много. И когда такое количество людей просто забирает свои деньги обратно, у банка начинается дефолт. То есть просто не с чего отдавать деньги. После чего Банк Астаны обратился к Нацбанку все-таки, да, и попросил у него денег, но еще пока ответ неизвестен, даст, не даст. Но по идее такие вещи там, ребят, не час на счету, а минута. То есть ты попросил, все, тебе должны просто сразу же дать, только это спасет ситуацию. Но недельное ожидание, сами понимаете. Банк Астаны пытался справиться с этой проблемой, но когда токи шли все больше и больше, он поставил лимит, 100-тысячный лимит в месяц, что еще больше напугало вкладчиков. Но после этого, с 3 числа по 10-е, получается, Банк Астаны отправил всем сообщения, мол, операции могут быть недоступны. Это еще сильнее напугало вкладчиков. А отсюда побежали просто все, кому не лень. А также есть сарафанное радио. Алло, брат, что слышал, да, Банк Астаны взорвался, срочно беги, снимай свои деньги. Тот 5 позвонил, 10, вот и все, вот и банку крышка. Но, знаете, проблема-то в другом сейчас. Ладно, об этом все, что я сейчас сказал, наверняка уже многие слышали и, в принципе, понимают, что к чему. Но, когда 1/5, 1/6 просто населения, скажем так, активного населения страны, те, кто пользуется картами, понимают, что это такое, естественно, да, вы знаете то, что большинство людей за 60 просто, не доверяют, и тем, кому нет 18, просто по законодательству нельзя, или до 16, не буду врать, да, но, собственно, дети тоже картами не пользуются. И когда такое большое количество человек в стране
разочаровываются в банке, теряют свои деньги. Вы просто на секунду представьте, кто из этих людей пойдет теперь в другой банк. Ну, типа, пойдет там и регистрироваться будет в другом. Короче, удар это по всем банкам, просто по всем финансовым, юридическим, по всем финорганизациям страны, да. Никто сейчас не побежит в тот же Каспий открывать там депозит. Или там тот же Халык. Как бы первое время, пока все это не утихнет. Потому что страх, потому что обида. Вот. И думаю, то, что это, ну, как бы очень плохой пиар для всех банков. Вот. Ладно, будем смотреть, что как вообще будет развиваться. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И, ну, как бы лайки, хрен с ними. Подписывайтесь, колокольчики. Друзьям видос отправляйте. Я для вас стараюсь периодически. Так что всем пока-пока.